Взяли в читальный зал. Ну хорошо, у меня там однокурсница работала, поэтому она с директором уже давно знакома была. Я до этого работала в Дорском районе, поэтому национальную, то есть республиканскую библиотеку-то я не сильно знала. Но она меня говорит: нет, мы ее возьмем в читальный зал. И вот в читальный зал отправили. Я как увидела фонды, а надо сразу выходить. Разрешили только 1 день на знакомство с фондами. А потом сказали, надо выходить с читателем. Все равно так ничего не запомнишь, пока не начнешь выдавать и искать эти книги. Страшно было. По 300 человек в день обслуживали. Это с одной стороны специалисты, с другой стороны студенты. По воскресеньям очереди до середины лестницы туда. Ну, первые дни, конечно, каждый раз спрашивала, где это, какой зайти мне-то, куда. Ну, а потом привыкли, потом уже часто спрашиваемые книги находили без даже запросов. Запросы обращены, оформляли на листочках. А так потом уже привыкли. Даже бегали в книгохранение иногда помочь, потому что не успевали приносить. А тут читатель стоит, специалист, быстро бежишь, на какой этаж тебе надо, и приносишь. Привыкает человек быстро. Ну, а потом, знаешь, надо любить свою работу. Уже оттуда уйти никуда не хочется. Когда я пошла замом, тоже все удивлялись, как на такую должность идешь, не зная ничего. Я говорю, да, во-первых, не боги горшки обжигают, а во-вторых, у меня 2 детей. В читальном зале работали с 9 до 22. Это в 10 часов заканчивали вечером, идешь домой, уже страшно идти домой. Ребенок в садике иногда муж не успевал забирать, искать пришлось по воспитателям. И когда мне предложили замом пойти, там до 6 работаешь, я без раздумок согласилась из-за детей. Хотя интересно было работать, конечно, в читальном зале. А в чем интересность? Во-первых, с читателями общаешься. Мы некоторых читателей, которые часто ходили, вот типа таких, как Павлюшин, в радиокомитете работал Торопов Сергей. Вот таких мы знали их всех в лицо, мы любую книгу им давали на дом из читального зала, хотя нельзя было. Поэтому, во-первых, а во-вторых, мы там проводили очень много массовых мероприятий, не только в Сыктывкаре, ездили по деревням. Потом ввели, значит, каждый отдел должен был обслуживать какой-нибудь район. И вот читальный зал отправили в Пезмаг. Я уже была замом, но заведующая читальным залом сказала, без тебя не поедем. Мы сами проведем обзоры и все, что надо, а игровая программа на тебе. Директором была Канина Людмила Евгеньевна. У нее было везде знакомство, потому что начинала она с обкома комсомола, и все как раз те люди, которые в те времена уже занимали начальственные посты, уже были какими-нибудь начальниками. И мы тогда деньги тратили, потому что другие библиотеки или там театры не успеют потратить. А Людмила Евгеньевна найдет где-нибудь, например, АТС. Ни у кого АТС нет, и мы берем АТС. У нас была селекторная связь. Мы начали покупать мебель новую. В общем, интересно тоже было. Потом она добилась ремонта крыши. У нас в Сыктывкаре была первая крыша, которая блестящая после аэропорта. Аэропорт и мы вот этими алюминиевыми листами. Но это добился, конечно, был замминистра, хочется его вспомнить тоже, Анатолий Ильич. Он бегал с Обмин, выпрашивал эти листы, потому что железо опять, мол, пробьет. Но эти листы тоже пробило. А скажите, пожалуйста, а люди в то время что читали вообще? Ну, читали, я вам скажу, все, потому что литературы в магазине не было. Я вам скажу, что они крали у нас даже. И знаете, как умудрялись? Один молодой читатель приносил то, что ему не надо, из обложки вырезал наши книги, то, что ему надо, и уносил с собой. А там, когда у тебя стоит очередь, чтобы сдать, ты же не можешь каждую книгу проверять. Мы принимали. Потом эту книгу выдаем другому читателю, он приходит и говорит, а у вас тут другая книга совершенно внутри. То есть обложка отрезана? Да, обложка отставлена, другая книга. Но потом мы, конечно, его нашли. Нашли, все книги вернули. А он какую-то ответственность за это нес вообще? Нет, мы не заявляли никуда. Да. У нас даже был преподаватель училища, он, значит, общую сексопатологию украл у нас. Изменил фамилию. Было Чувюров, написал Идваиров, там стер буквы и написал Идваиров, и номер билета.
А у нас тогда на контроле работала Шевелева Клавдия Васильевна. И вот она, ну, мы стали искать, книги-то нет. Заявка есть, но там совершенно другие, таких фамилий и такого номера билета у нас нет. Так она вспомнила его в лицо и вспомнила, что это был Чувюров, а не Двоиров. И когда мы пришли в училище за книжкой, он сказал: как вы меня нашли? Так что работали как Пинкертоны. Ну, что делать, в магазинах не было книг, а людям хотелось читать. Но даже некоторые книги выдавали только, заводили их в фонд и читали там, например, Высоцкого не выдавали в зал. Что мне украли, книжка маленькая, можно запросто было вынести. А была ли литература у вас, которую просто, ну, по идеологическим соображениям запечатлели? Тогда больше у нас был специальный фонд, спецкран назывался. Он был на цокольном этаже книгохранения под замком. Все, что не разрешалось выдавать, хранили все равно. Не все экземпляры, но 1-2 экземпляра хранили. Потом, когда их разрешили выдавать, мы все их восстановили в фонде. А что там было? Какие там были? Ну, например, писатели уехали за границу. Вот такие, как типа Солженицына, типа там... Тогда же проверка была, проверяли все. Какое-нибудь слово не понравилось. Вон тогда в журнале «Аврора», вот вспомнила вдруг, напечатали стихи про Брежнева. И там было, значит, что за Бармалей лежит к нам на мавзолей? Брови черные, густые, брови что там черные, густые, речи длинные, пустые. Кто же точный даст ответ, тот получит 10 лет. Вот последние строчки помню еще. Так этот журнал сразу убрали. Да, ну, может быть, 1-2 читателя успели прочитать. А чем интересовались, так кто ж зачем пришел? Большинство занимались студенты и научные работники, которым книг тогда еще без ГОУ было мало. Ну, там, может быть, в комифилиале Академии наук, но тоже не хватало. Вот приходило очень много ученых. Вот я помню Раевскую, она почти каждый день ходила. Плаксина ходила все время. Ванеев Альберт часто ходил. Ну, вот такие. И студентов-то было много. Библиотеки еще, наверное, СГУ не так полны были книгами, как потом уже, последние годы. Последние годы-то уже и так читатели не шли, как вот в 80-е, начале 90-х еще шли. У нас в гардеробе была очередь, потому что не было места. Ждали люди, когда освободится место, чтобы сдать пальто и пойти в читальный зал.